Добрый вечер всем. Я вышла на улицу. Буду ухаживать за скотиной. Вот у меня маленькие козочки кричат, зовут меня. Мама Гуля, говорят, почему не выходишь, почему хандришь? Давай выходи, корми нас, говорят. Влад из школы пришел, кушает, а Кирилл с другом пошел погулять в парк. На улице снег идет, подморозило немного, прохладно, но очень свежо. Время 5:30, но у нас уже темно. Вот такой ветер, вам слышно, наверное. Снег идет. Хотя 5:30, но уже темно. Вон снег немножко. Еще растает все это. Ну что, Машунь? Машенька, погляди-ка, пожалуйста. Подписчики тебя ждут. Да, поздоровайся. Ой, кушает. Что? Ой, звезда Ютуба. Не хочешь, чтобы тебя показали, да? Хулиганит она у меня. Овес кушают они. А где вы были? Я белье снимала, я полотенчики стирала сегодня. Дайте понюхать. Такой свежий воздух, прям как сегодня гулял. Снежок вот тут. Прям такой же свежий. Морозная свежесть, да? Да. Я на улицу повесила полотенчики. Они замерзли, сейчас немножко растаяли. Там уже опять начинает заморскивать снег. Красота. Вообще запах очень-очень свежий, морозный. Люблю с улицы, когда белье принесешь домой, дома такой аромат появляется, морозная свежесть. Сейчас белье будем вешать на улицу, потом затаскивать домой, потому что там уже не сохнет. Дома будем досушивать. Вот иванские товары. Эти полотенчики у меня около умывальника. Это в ванной для рук, а это тут около раковины стоит, руки вытирать. Вот осень, скоро зима. И Новый год начнется скоро. Я зиму не люблю, конечно, но свежий запах очень люблю. Сейчас я посмотрела, сейчас я ухаживала за скотинами, и я немножко постояла около калитки, с соседкой разговаривала. Она вышла гулять. Я тоже подышала свежим воздухом, что-то у меня сегодня голова болит. И мне так стало легко. Вообще, свежий воздух людей лечит. Мне надо почаще выходить на улицу. Скоро я начну ходить на прогулки по вечерам. Есть у меня шагомер, который мне Миланочка подарила. Буду 5 километров туда-сюда ходить. Надо теперь сейчас немножко выздоровлю. Последние системы еще 2 получу. Уколы скоро кончатся. И буду за собой следить, растяжки делать. Надо турник купить, гимнастику делать. Обычно я делала, что-то я распустила себя. Я, наверное, постарела. А стареть мне нельзя. Ни в коем случае. Вон у меня мальчики маленькие еще. Когда они вырастут, тогда только мне можно стареть. А сейчас никак. Они маленькие, я молодая. Всего 2 раза по 30. Это разве года? 2 раза по 30, да? Все дела я сделала. Детей накормила. Сели за уроки. Освободились у меня 3 банки. И я думаю, чем бы их наполнить? Решила я закрыть компот. У меня остались винограды. Правда, они у меня винные, но они очень вкусные. Они после мороза. Они сладкие очень. Попробуйте.
Вкусные, сладкие. Не кислые они, хотя винные. Еле-еле. Дети тоже объелись, я тоже объелась уже. Мне подписчики сказали, из них можно хороший компот сварить. Ну и я и такие компоты делаю. Всякие компоты делаю. Компоты у меня идут на ура. Поэтому я решила 3 банки наполнить виноградом. Прямо кистями. С такими. Закатать компот. Помыл я виноград. Банки помыла хорошенько с содой чайной. Кипятила воду. И буду закатывать теперь компот. У меня дети очень любят компот. Я и компот варю. И на зиму закрываю. У меня нету такого, чтобы они хоть один день компот не пили. Это очень редко. И воду, конечно, пьют, и чай пьют, какао пьют. Наполню я банки водой. И оставлю минут на 10, на 15. Вы, наверное, тоже разные компоты варили. Пьете, наверное, вкусненькие компоты. Закрою крышкой и оставлю минут на 10, на 15. 15 минут я держала. И теперь буду переливать обратно в кастрюлю. С друшлагом будем переливать. Или кто-то меня будет по башке давать с этим друшлагом. Успокойтесь, пожалуйста. Но я не люблю. Я привыкла к друшлагам. Чтобы вы не переживали за меня, я теперь буду так переливать. У меня вот так однажды, когда переливала, все вылетело и брызнуло мне все. Поэтому я боюсь. Сегодня приехала сестра из деревни, моя самая старшая. Я вам рассказала про нее. С сыном своим приехали, они сын привез. Сестра ходила глазной, проверялась, слава богу, все у нее хорошо. Выписали для чтения в дальнейшем 1,5 очки. Пока нельзя. Полгода она будет себя беречь. Все хорошо у нее, слава богу. Ваши советы я ей передавала, что ей нельзя работать, нагибаться, готовить. Ну, сын рядом, снага рядом. Из соседней деревни где-то расстояние 1,5 километра, наверное. Теперь эту воду обратно кипятим. Теперь нам банку сахар надо класть. Кто-то банку кладет, кто-то сюда кладет, кипятит. Кому как нравится. Я всегда кладу 1 бокал на 3-литровую банку. Сильно сладкий я не даю детям. Кому надо, и так положат. Сейчас вода закипит. У меня сладость в воде будет равномерно, если так делать, конечно. А вы пока смотрите мой компот, давайте, угощайтесь. Они очень вкусные. Кто-то, наверное, думает, мама Гуля, такие винограды кушает, таких мы и не едим. Наверное, где-то, может, скотину кормят, как вот мы картошкой мы скотину кормим. Тыквой кормим, у кого много тыквы. У кого-то, где хорошо растет виноград, сортовые. У нас же не сортовые, но посадили мы в этом году сортовых 2, которые выписывали из сада Урала.
Они принялись. Следующий год посмотрим, что будет. Потихоньку вот так будем сажать что-то новое. Сорта виноградные. Посмотрим. Нам и много не надо. Хранить негде, разве что компоты закрывать и кушать. У меня дети, когда есть в огороде что-то, овощи, фрукты, не больно кушают. Как они кончатся, как зима, они у меня требуют. Покупаю я в магазине. В магазине это что? Нитрат. Много не даем, но приходится покупать магазинные. Если они хотят, я же не могу запретить. Дети должны кушать, развиваться, расти. Но опасно все равно. Когда я компоты варила, меня мои любимые подписчики, зрители всегда критиковали, что я компот, когда делаю, сливаю воду с дуршлагом. Вот видите, я послушная. Я уже исправляюсь. Я таких 3 купила. Так-то они удобные. Вот сегодня же нормально было все. Но один раз я ошпарилась. Брызнуло все. Может, у меня крышка была очень слабая. Но и это тоже мягкая какая-то вот. Вот какая крышка. Теперь не буду дуршлагом сливать воду. Буду вас слушаться. Спасибо вам, мои хорошие, за переживания, за мое здоровье. Мне очень было хорошо, приятно было, что мои любимые за меня переживают, заботятся, советы дают мне. Лечение хорошее получаю. Все хорошо, особенно после системы мне становится легко, но еще не совсем, но у меня уже настроение есть, боли есть, но не такие нетерпимые. Боли прекращаются потихоньку, боли уходят, но надо над собой работать, надо лечиться. У меня ведь внуки есть, я у них одна. Я для них и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Поэтому мне ни в коем случае нельзя болеть. Если со мной что, у меня есть Юля с Салаватом. Дети в детдом никогда не пойдут, я надеюсь. Такого не будет и думать не будем. Будем думать только хорошее. Я уже с зятем, с Юлей об этом давно поговорила, что дети должны расти, жить в семье, если со мной что-то не так. Если я сильно заболею или со мной что-то не так. Но стараюсь я сама поставить на ноги. И я почему-то уверена, что смогу. Я себя так программировала. Крышку я кипятила, выключаю, бурлит больно, шумит. Сейчас у меня вода закипит. Перельем и будем закатывать. Вот так делаю компот виноградный. И вы мне напишите свои рецепты. Я все равно где-то записываю, где-то запоминаю. Вот же у меня черновики. И тетрадь у меня есть. Банки крышками и закатываем. Запах ароматный, сладковатый появился. Банки очень горячие. Вот и все. Виноградный компот у меня готов. Из зеленого винограда, конечно, я закрыла, но снимать я не стала. Впереди дома у меня зеленый виноград. Я не знаю, как они называются. Памяти у меня нет. Сажала я давно, поэтому ничего я не помню. Закутываю махровым полотенцем
Закутываю хорошенько, и до утра у меня будет стоять. А утром уберу. Ну вот и все. Я вам сегодня показала компот из винного винограда. На этом я свой влог заканчиваю. До следующих встреч. Всем пока-пока. Не болейте. Духом не падайте. Всем счастья и удачи. Самое главное – здоровье. Берегите друг друга. Любите друг друга. Любите и будьте любимы. И тогда только жизнь пройдет не зря.